В эфире программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. Подготовка к выборам президента, новые требования к кандидатам на пост главы государства, назначение и отставки, а также проблемы энергоснабжения Абхазии. Об этих и других важных новостях уходящей недели напомним в нашей итоговой программе. Итак, регистрация инициативных групп и партий в Центральной избирательной комиссии началась 22 января. Она проводится согласно утвержденному календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов президента Республики Абхазия. После поступления необходимых документов о выдвижении кандидата ЦИК должен зарегистрировать его в течение 10 дней. Заканчивается регистрация за 30 дней до начала всенародного голосования 11 февраля. 24 января первой для участия в выборах зарегистрировалась республиканская политическая партия «Акзара», председателем которой является Леонид Дзябшба. Вы видите, какая ситуация в нашей стране. Это не может продолжаться без конца, бесконечно. Поэтому я иду на выборы для того, чтобы изменить эту ситуацию вместе со всеми здоровыми, честными, порядочными людьми, с патриотами нашей страны. Надо объединяться. Я вот призываю, сегодня обращение сделал. Поэтому еще время есть, и нету. Так жить нельзя. Надо жить честно, порядочно, понятно. Народ устал, страна устала от всевозможных непонятных вещей. Надо от этого уходить. 21 января в ЦИК Абхазии прошло заседание лингвистической комиссии, на котором было решено ужесточить требования к экзамену по абхазскому языку для кандидатов на пост президента. Кандидаты в президенты, сдавшие экзамен по абхазскому языку во время прошлых выборов, не будут повторно его сдавать. На встрече озвучили и даты проведения экзаменов – 27 и 31 января, 3, 7, 10 и 11 февраля. Согласно избирательному законодательству Абхазии, результат тестирования на знание абхазского языка является документом, обязательным для предоставления в ЦИК каждым кандидатом в президенты. В состав комиссии вошли профессор Алексей Касландия, доцент Батал Хагуш, заведующий кафедрой абхазского языка и литературы Диана Аджинджел, профессор Леонид Саманба и главный научный сотрудник АБЕГИ Валентин Кугония. Завтрашний президент, нынешний кандидат в президенты должен владеть государственным абхазским языком свободно. График определен. Мы определили, какие этапы проходит кандидат в президенты. Он должен комиссии, рассказать свою биографию, должен политический текст уметь прочесть и рассказать. Сочинение на абхазском языке на одну страницу и изложить. В первую очередь наше требование в прямом эфире кандидат в обязательном порядке должен выступить на государственном абхазском языке, не иначе. Только так. Это первое наше условие. Все решения протокольно вынесли, протокольно решили мы. Все члены, 5 членов комиссии под расписку пришли к единому мнению. Я впервые участвую, и поэтому мне сложно судить, как смогли в прошлом кандидаты пройти, и при этом вся Абхазия видит, что тот или иной кандидат плохо или вообще слабо владеет государственным языком. На сей раз мы решили ужесточить вот этот барьер. Согласно поданному заявлению указом исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Абганба, первый вице-премьер Даур Аршба освобожден от занимаемой должности. Согласно поданному рапорту от занимаемой должности, также освобожден начальник государственной службы охраны Атар Берзения. Следующим указом, исполняющим обязанности начальника ГСО Валерий Абганба, назначил полковника Зураба Зантария. Секретарем Совета безопасности республики был назначен Беслан Квициния.
Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» сообщило, что ситуация в Джварском водохранилище остается сложной. На данный момент уровень воды составляет около 450 метров. Понижение уровня воды происходит в среднем на 1 метр в сутки. При уровне воды в 420 метров «Ингургэс» полностью прекращает работу. До решения вопроса с перетоком электроэнергии из России вынужденной мерой является ввод ограничений на подачу электроэнергии по всей территории Республики Абхазия. С понедельника, 27 января, во всех районах Абхазии будут проводиться верные отключения света 2 раза в день по 2 часа. Вопросы, связанные с поставками электроэнергии для Абхазии, 22 января обсудили вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин на совещании абхазо-российской рабочей группы. Пока вопрос с перетоком электроэнергии из Российской Федерации находится на стадии решения на межправительственном уровне. Уровень воды в Джварском водохранилище на данный момент на 11 метров ниже по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Съемочная группа абхазского телевидения вместе с сотрудниками Черноморэнерго и представителями федеральной сетевой компании «Интеррао» и Министерства по делам Северного Кавказа побывали на плотине «Ингургэс». Обо всем подробно в репортаже Алики Трапш. Ингургэс является крупнейшей гидроэлектростанцией на Кавказе. Ее запуск состоялся в 1978 году. Находится она на границе Абхазии с Грузией. Здание гидроэлектростанции с пультом управления на территории Абхазии, а плотина и часть тоннеля в Грузии. Протяженность водохранилища составляет более 20 километров. При мощности 1300 мегаватт станция вырабатывает 4430 миллионов киловатт-часов энергии в год. Главный ресурс, за счет которого производится электроэнергия, конечно же, вода. И ее в этом году, как и в предыдущие, катастрофически не хватает. На сегодняшний день уровень воды на водохранилище 447 метров. Минимальный уровень воды, когда может станция работать, это 420 метров. То есть фактически, если еще на 27 метров уровень воды опустится, то это будет означать, что работа станции будет приостановлена. Как говорят специалисты, в зимний период времени вся выработанная на ГЭС электроэнергия поступает в Абхазию. Но если смотреть в годовом разрезе, то 52% уходит в Грузию и 48% получает Абхазия. Сейчас количество потребляемой Абхазией электроэнергии составляет 9 миллионов киловатт-часов в сутки. Был очень неблагоприятный год по воде. Вот начиная с сентября, если сравнить с прошлым годом, примерно на 35-40% меньше воды был приток, засушливый период. Запас водохранилища с учетом очень малого расхода воды, который поступает в реке, хватит, наверное, до 10 февраля, не больше. Падение уровня воды в хранилище вместимостью более 1 миллиона кубометров Ливан Мибони напрямую связывает с высоким уровнем потребления электроэнергии абхазской стороной. В Грузии высокое потребление, но Грузия покрывает свои потребности за счет тепловых станций и за счет импорта. От Ингургэс туда ничего не поступает сейчас, в данный момент. Даже вот начиная с ноября Грузия не получала ни киловатт-час с Ингургэс. На плотине Ингургэс установлено около 5000 механических электроприборов, за которыми постоянно наблюдают. На них в точности отображается уровень воды и состояние самой плотины. У нас максимальная отметка 510 от уровня моря на водохранилище. И минимальная 440 должно быть. Когда ниже этого, она для устойчивости плотины неблагоприятная уровня. Она при проектировании рассчитана вот так. Но иногда приходится досабатывать воды до уровня 420. Эта плотина чувствует каждые 10 сантиметров. И от этого за накопление несколько лет эксплуатации, она видно, что на плотине не действует хорошо. Ограничение потребления электроэнергии и организация импорта из России – единственный выход в сложившейся ситуации, отмечают специалисты. Прибывшие с неофициальным визитом представители федеральной сетевой компании «Интеррао» и Министерства по делам Северного Кавказа осмотрели водохранилище гидроэлектростанции и состояние самой плотины. Комментировать что-либо они отказались, однако в личной беседе отметили, что цель их приезда – собрать данные о состоянии Ингургэс на сегодняшний день.
С проблемой дефицита электроэнергии в зимне-весенний период Абхазия сталкивается не первый год. И, как отмечают специалисты, главная причина этому – нерациональное использование электричества. Единственный способ все упорядочить – это установить на всех объектах жизнедеятельности счетчики. И когда население будет понимать, что за электричество придется платить, тогда и станет экономить ее потребление. Аля Катрапша, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. 21 января состоялось собрание инициативной группы, продвигающей принятие статьи 20-й Конвенции ООН о противодействии коррупции и конкурсного подбора кадров на госслужбу. На собрание были приглашены общественные деятели страны, лидеры партий и движений. 20-я статья Конвенции ООН устанавливает контроль за расходами чиновников и вводит понятие незаконного обогащения. Согласно статье, если расходы чиновника значительно превышают его доходы, это может являться причиной отстранения от должности и возбуждения уголовного дела. Во всех цивилизованных странах мира существует законодательство, призванное бороться с коррупцией во власти. По словам членов инициативной группы, необходимость принятия антикоррупционных законов давно назрела и в Абхазии. Коррупция стала проблемой национальной безопасности, это абсолютно точно. Любой человек, который туда, в эту систему окажется, конечно, он не сможет, как бы он там не был честным и так далее, это все. И поэтому мировой опыт достаточно серьезный есть, как с ним справиться. Там, где коррупция, там нищета и богатство. Это вот если взять индекс восприятия коррупции, там 180 государств, и возьмите благосостояние, тоже есть индекс развития человеческого потенциала, индекс там, ВВП на душу населения, и вы увидите, что есть прямая связь. Коррупция влечет бедноту, конфликты и все такое. И потеря суверенитета. О необходимости изменения законодательства в части борьбы с коррупцией в нашей стране говорят не первый год, а есть точнее с 2012 года. На протяжении последних лет инициативной группой проведена немалая работа. Благодаря их активной позиции данные законопроекты были направлены в парламент и рассмотрены в 2 чтениях. Вопрос 20 статьи и декларирования чиновниками собственности – это даже не вопрос коррупции, потерь и сворованных денег. Коррупция – это в США, в России. Когда я чиновник, украл и боюсь разоблачения, боюсь попасться. Вот это коррупция. А у нас феодальный строй. Когда чиновник говорит, ничего я вам декларировать не буду, отвечать, откуда у меня деньги, тоже не буду. Не ваше дело, закона этого нету. Не надейтесь, что завтра появится какой-то президент, и он поднимет все коррупционные дела, и все... Ничего подобного. Не будет этого. Без этой статьи никакого рычага на нашу элиту не будет. На собрании выступили и другие общественные деятели, которые высказались за принятие 20-й статьи Конвенции ООН. Чтобы как можно больше людей узнало о данной инициативе, предлагалось чаще проводить встречи с общественностью, молодежью, представителями различных партий и движений. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Вопросы общественно-политической ситуации в стране и подготовки к выборам президента Абхазии самые актуальные на сегодняшний день. Своим видением решения насущных проблем в республике в интервью Абхазскому телевидению поделился депутат парламента Абхазии 5-го созыва Ахраб Жания. Беседа о том, что нужно сделать, чтобы выборы президента прошли в спокойной обстановке, а также о роли парламента Абхазии для стабильного развития страны, была записана накануне 24 января. В сегодняшний момент Абхазия переживает не самые легкие времена. Многие свои надежды связывают с предстоящими президентскими выборами. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы они прошли спокойно и законно? Мне кажется, что главный момент здесь вот этого спокойствия, гражданского согласия заключается в том, чтобы выборы прошли при участии тех сил, которым обычные рядовые граждане, избиратели испытывают доверие, или хотя бы тех сил, которыми они не испытывают какой-то вражды. На мой взгляд, это только следующее поколение политиков и управленцев. Во-первых, мне кажется, что вот это время, когда
политическая агрессия, вот эта поляризация, она из предмета идеологии каких-то экономических схем превратилась просто в какой-то наследственный принцип. Знаете, сейчас, если вы спросите подавляющее большинство людей, почему они противостоят друг другу, они вам на каком-то программном или идеологическом уровне не ответят. И вот эта вот наследственная вражда, она, во-первых, в период выборов, она выплескивается наружу. И, во-вторых, она по наследству передается любой политической силой, которая бы не взяла вверх. И вот эту вот преемственность, наследственность, или как это назвать, я не знаю, вражды и активных действий по демонтажу существующей власти мы видим уже не один год, а может уже десяток лет, если не больше. Но мне кажется, что вот это молодое, что ли, поколение, следующее поколение, я не могу назвать их молодым поколением, следующее поколение политиков, они в значительной мере избавлены от этого конфликтогенного фактора. И здесь на первый план, как мне кажется, выходят именно проблемы становления и развития государства. Ну, даже так подумать, сколько им лет сегодня? 35, 40, вот 50. Это то поколение, которое во время решительных эпизодов нашей истории сыграло ключевую роль, в том числе и в национально-освободительном движении, в том числе и в прошедшей нашей Отечественной войне. Я считаю, что и сейчас вполне можно им довериться. Пришло время, когда, мне кажется, эти люди могут выйти на уровень принятия решения, а не оставаться на уровне, когда их авторитетом, знаниями и ресурсами пользуются другие, причем используют просто в качестве тяглой в лошадь для своих интересов, будем прямо это говорить. Вот как-то не парадоксально, но я считаю, что участие вот этой вот третьей, если хотите назвать, стабилизирующей стороны, оно сделает выборы более такими вот спокойными и концентрированные на идеях и программах, а не на том, там, вы плохие, нет, вы плохие, как это у нас обычно, к сожалению, бывает. Насколько мы сейчас наблюдаем, есть два противоборствующих лагеря, скажем так. Я вот не могу припомнить такого яркого представителя, который мог бы привести Абхазию к согласию и как-то вот интересы всех групп объединить, который сейчас бы как-то вот позиционировал себя таким образом. Я не хочу назвать персонально никого, да, но они есть. Есть и на уровне индивидуальном, и на уровне политическом. Даже целые партии создавались достаточно молодежные, и они по сей день функционируют. Кроме того, эти люди есть на управленческом уровне. Надо доверять, надо проверять. Это, кстати, будет отличная проверка. То, с чем наше поколение не справилось, или не совсем хорошо справилось, и, как мне кажется, уже точно не справится, потому что все эти люди, которые сегодня претендуют так или иначе на государственное управление, не все, но подавляющее большинство, там уже были. Как они себя там проявили и реализовали, мы помним. Я лично этого больше не хочу. Я думаю, что и подавляющее население граждан Абхазии тоже. А следовательно, нам надо делать выбор в пользу того, кто еще не раскрыл свой потенциал. А такой потенциал я вижу. И верю, что они продвинут Абхазию вперед достаточно уверенно. Ну, на самом деле, правда, наблюдается такой кризис доверия вот, и к одним, и ко вторым группам, скажем так, да. И как вы думаете, вот этот кризис недоверия, в смысле доверия к не перекинется ли и на тех людей, да, о которых вы говорите? Вы хорошую фразу сказали. Кризис доверия или кризис недоверия? Что да, здесь на самом деле, чего больше? Я думаю, что если процесс передачи политической власти затягивать дальше, то, о чем мы сказали, то есть вот эта вот инфекция недоверия, она, безусловно, распространится и на следующее поколение тоже. Потому что мы видим, что молодежь принимает самое активное участие, в том числе и в общественных мероприятиях, в том числе и в митингах, демонстрациях там, и так далее, и так далее, и так далее. И чем дальше этот процесс будет идти, чем дольше
вопрос власти и ресурсов будет оставаться более важным. А мне кажется, что наше поколение решает сейчас именно этот вопрос. Вопрос ресурсов, а не вопрос развития. Тем больше вот это вот недоверие будет распространяться и на следующее поколение. Чем раньше оно придет к управлению ресурсом самостоятельно, тем меньше этот фактор будет влиять на их дальнейшие взаимоотношения управления и партийное строительство, парламентскую работу и так далее, и так далее, и так далее. То есть сейчас хороший момент. Он возник в результате кризиса, но так все происходит. Мы болеем, потом вылечиваемся, потом эта болезнь нам уже не страшна. Мне кажется, сейчас такой же момент. Надо излечиться, надо не загонять ее занозу назад. Давайте другие. Потом следующие придут, и также их будут трясти. Я вас уверяю, что основания для этого будут. Будут очень быстро. И реакция тоже будет очень короткая. А следующее поколение, отчасти восприняв наш негативный опыт, восприняв наш позитивный опыт и основываясь на новом образовании и новом более широком понимании мировых процессов, не допустят ошибок. И я почти что уверен, что их управление будет более эффективным. Не идеальным, конечно, такого не бывает, но более эффективным. Это достаточная причина для того, чтобы призвать их прийти во власть. На прошлых выборах было очень много претендентов на главный пост в стране. Выдвинулось 10 человек, потом осталось 9 после регистрации. Вот сейчас на данный момент уже 3 дня прошло. Если пока мы не говорим, никто не зарегистрируется, пока не было регистрации в ЦИКе от каких-либо претендентов. Вот что вы думаете, будет ли опять... С чем это связано? Да, с чем это связано, и будет ли опять столь многочисленное количество претендентов? Я не могу вам сказать по поводу финальной цифры, сколько там будет кандидатов, но у меня есть свои соображения по поводу того, почему такая пауза драматическая возникла. Во-первых, если опять вернуться к вероятному участию как next gen, да, следующего поколения в этих выборах, то, мне кажется, там могут, во-первых, какие-то консультации, во-вторых, они все-таки испытывают такую внутреннюю нерешительность, что ли, не знаю, тяжело перешагнуть вот этот порог. Но у меня такое ощущение, что они его перешагнут. Не торопятся, и, возможно, с этим связана эта пауза. Во-вторых, в рядах экс-оппозиционеров, потому что сейчас я их уже оппозиционерами назвать не могу, нет согласия. Это связано с тем, что они не идеологические соратники, они не экономические соратники. В подавляющем большинстве это люди, которых объединили интересы, вернее, чьим интересам мешал Хаджимба и его окружение. Объективно они мешали или субъективно, это другой вопрос. Это люди, которые объединены вокруг интересов, вернее, то, кто эти интересы будет контролировать в следующем властном цикле. А когда этот вопрос стоит первым на повестке дня, когда вы беспокоитесь о будущих интересах, очень трудно прийти к согласию. Всегда возникает недоверие, всегда возникает вопрос, а вот как же, да, мы сейчас объединимся, а потом разъединимся, и причем тот, кто будет непосредственно у руля, скажет, ну, извини, знаете, тогда надо было, а сейчас уже не получается. Вот это взаимное недоверие, которое бывает всегда, когда вы не соратники настоящие, когда вы не идеологические соратники, не соратники по строительству государства, а соратники по интересам, они накладывают вот это вот взаимное опасение, а эти взаимные опасения вызывают эту паузу. Они сами не знают, что предпринять. Ну, у меня сложилось такое впечатление, оно, я думаю, подкреплено многим, в том числе и практикой прошедших выборов, то, что мы видели на эфирах, то, что мы видели, как пошла оппозиция, не объединенная, она была раздельная, и потом были взаимные компромиссы. Но я не видел ничего такого, что их разделяло бы по какому-то государственному принципу.
Никто не говорил, мы проповедуем правую программу, мы проповедуем левую программу, там, и так далее. Не было вот этих вот конфликтов идей. Был конфликт интересов, он остался, и он же сегодня влияет на эту нерешительность. Как они там ее преодолеют, не знаю. Ну, допустим, прошли выборы, выбрали президента. Как вы думаете, Абхазия может выйти из кризиса, даже если вот у нас есть уже президент? То есть если сейчас идет проседание во многих сферах, во всех отраслях, можно сказать, да, во всех, ну, как бы и от уровня жизни начиная, да, вот как это можно исправить? Сможет ли вообще один человек, волевой и умный, который придет к власти, Да. изменить жизнь в Абхазии в лучшую сторону? Один человек, конечно, ничего не изменит. Выборы президента – это выборы человека, который находится на вершине пирамиды, на уровне принятия решений, на уровне очень важной ответственности. Но это всего лишь вершина пирамиды. Важно, чтобы вся пирамида эффективно работала. Человек, который станет главой государства, вернее, тот человек, который сможет изменить структуру сегодняшнего управления, это должен быть человек с командой. Человек, который заранее знает, кто из его соратников будет контролировать вот эти важнейшие направления развития государства, во-первых. Во-вторых, человек, который во главу угла поставит институциональные принципы, вернее, их изменения. Это политическая реформа, это реформа управления, это, возможно, реформа силовых структур, это реформа образования, реформа социальной сферы. Вот люди, которые четко будут представлять, как это сделать, да, они смогут изменить. Не сразу, как-то поэтапно, но я думаю, что в течение нескольких лет эти изменения могут быть очевидными. Вы являлись депутатом парламента прошлого созыва. Как вы считаете, что сегодня зависит от парламента, с учетом того, что, насколько мы знаем, некоторые члены парламента говорят о том, что не стоит какие-то изменения вносить в выборное законодательство, что якобы все и так может обойтись, а некоторые ратуют, да, за то, чтобы поменять закон о выборах президента. Ну, насколько я вообще знаю, выборное законодательство можно менять до того, как мы вошли в цикл выборов. Потому что тогда какая-то из группировок, которые заинтересованы в этом изменении, допустим, если их большинство, они просто продают этот закон и все. Поэтому есть такая вот ограничивающая норма. Сейчас, насколько я понимаю, законодательство менять нельзя. Такое, какое оно есть, такое оно должно быть и применено. То есть на повторных выборах законодательство менять нельзя? Нет, если у вас начался выборный цикл, вы назначили на дату, все, вы ничего там менять не можете. То есть в законе о выборах напрямую сказано. Чтобы не было различных трактовок и результатов выборов, именно из-за этого важно принять эти поправки. Написано очень размыто. Как минимум можно было бы дать трактовку вот этого законодательного части законодательства, этой статьи. Там 2 статьи, если не ошибаюсь, они. Ну, у нас таким правом обладает, во-первых, парламент. Парламент, чего он не сделал в прошлый раз, он может дать толкование этой части закона, и тогда инстанции, которые находятся ниже на уровне принятия решений, в частности ЦИК, они уже будут пользоваться толкованием, которое дал парламент, а не самостоятельно трактовать этот закон, который потом приводит к судебным искам и вот дальше там со всеми остановками в пути, понимаете. То есть да, парламент в этом смысле, не меняя законодательство, как мне кажется, потому что сейчас мы уже вот в пределах этого цикла, то есть не нарушив закон и сменить закон вы не сможете, но дать трактовку, дать толкование, да, это можно, это необходимо сделать, конечно. Что вы считаете зависит от парламента на данный момент для того, чтобы выборы прошли хорошо? Вообще в истории Абхазии парламент всегда играет очень важную роль, потому что у нас есть такое вот это вот общественное сознание, что ли, да, коллективное сознание. И когда никаких парламентов не было, мы на Лахлаште могли собраться и какое-то мнение принять там, и так далее, и так далее. Ну и в нашей новейшей истории тоже парламенты, независимо от того,
какое качество этого парламента, чуть лучше, чуть хуже и так далее, всегда играет очень важную роль. И сейчас, я думаю, в период этого кризиса все-таки парламент сыграл стабилизирующую роль. Если вдруг произойдет так, что на фоне кризиса еще и парламент будет поражен кризисом, то это просто страна останется, понимаете, вообще без закона, без каких-то официальных органов власти и управления. Это непонятно, анархия произойдет. В этом случае парламент удерживает наше вот это законодательное судно на плаву, не дает ему полностью погрузиться, а нам все вместе с ним в хаос. Многие, вот говоря о кризисе недоверия или кризисе доверия, говорят о том, что, возможно, имеет смысл отказаться от президентской системы управления и перейти на парламентскую, там не только просто перераспределить полномочия, а полностью уйти к парламентскому управлению, скажем так. Вот как вы считаете, в условиях Абхазии это приемлемо? Почему бы неприемлемо? Да, наверное, приемлемо. Просто давайте сами себе зададим такой вопрос. Что произойдет вдруг, если мы поменяем форму управления, а кризисы никуда не уйдут, не исчезнут? Что опять одна группировка будет атаковать вторую группировку и так далее, и так далее. Что недовольство граждан, обычно порождаемое неудовлетворительным социальным и экономическим положением, опять будет выплескиваться на улицу. Я сейчас не берусь судить и заглядывать в будущее, что вот чудесным образом все преобразилось бы, если была бы парламентская форма правления. Я не могу вам это сказать, я не пророк. Просто мне кажется, что гораздо важнее полностью использовать ресурсы той формы, которая, допустим, у вас есть. И если вы видите, что полностью исчерпав ресурсы этой формы правления, вы не получаете нужного результата, тогда есть смысл говорить о переходе. Это как, знаете, вот, я не знаю, если у вас там левостороннее движение, вот, ну, все не получается, давайте перейдем, там, как в Швеции там сделали, там, или еще где-то. Это другой вопрос. Но мы даже близко не подошли к тому, чтобы полностью использовать ресурсы той формы правления, которая у нас есть. Это связано с тем, что у нас неэффективное управление, у нас обещания расходятся с выполнением, у нас отсутствует вот это сквозное видение государственных перспектив, у нас отсутствует вообще понятие поэтапного развития. Сегодня мы запланировали это, сделали, завтра мы сделали это, послезавтра это. Ничего такого нет. У нас какое-то реактивное управление. Что-то происходит, мы реагируем. Там нам что-то просят слева, справа, скажите это, сделайте это, мы делаем. Внешней политики нет, внутренней политики нет, экономической политики нет, образовательной политики нет. Никакая форма управления с этим хаосом не справится, понимаете. Надо работать, решать эти вопросы, ставить задачи, решать. Тогда вот, можно говорить, что вот это не устраивает, мы ставим, все делаем правильно, не получается, давайте изменим. Но в то же время, мне кажется, что вопрос о балансировке полномочий, он актуален. И 5 лет назад мы об этом говорили, и обещания давали, что будет перераспределена вот эта нагрузка. Все на шею президента вешать тоже нельзя. Парламент частично тоже на себя должен взять это полномочия. Во-первых, это усиливает контроль, с одной стороны. Во-вторых, перераспределяет полномочия. Знаете? Наверное, есть смысл поговорить о выборности глав городов, районов. То же самое. Почему я должен нести ответственность за деятельность какого-то главы района или города? Вот его выбрали люди, они за него и отвечают. Я с ним взаимодействую на уровне обсуждения вопросов, принятия решений, ответственности, все и так далее. Это вот вы когда в болото попадаете, если вы так стоять будете, вы утонете. Надо на более широкую площадь операции, тогда вам легче будет держаться на весу. Надо применить, наконец, и решиться на эту конституционную реформу в плане выборов. Вы должны уже перейти от исключительно мажоритарной к мажоритарно-пропорциональной системе. Это же не просто слова, понимаете. У меня такое ощущение, что наши политики думают, это просто красиво написанное слово. Нет. Это то, что реально повлияет на качество института власти, в частности, на парламент. Вот мы с вами, например, находимся в партии в одной, да?
Мы выдвигаем людей по партийному списку. Ну как, мы с вами самых плохих туда назовем? Нет, наверное, самых лучших, правильно? Самых популярных, самых говорящих, самых на виду, которых люди любят, уважают, у кого есть какие-то заслуги, которые там уже себя как-то проявили. Мы их будем выдвигать, чтобы они туда попали, в этот парламент. А значит, мы автоматически улучшаем качество самого парламента. И потом эти люди, носители идей, партийных, идеологических, экономических, там, не знаю, всяких разных образовательных, применяя эту форму представления людей законодательной власти, мы улучшаем саму эту власть, улучшаем качество законов, соответственно, улучшаем качество людей. Это надо сделать, конечно. Вот. Когда мы все это осуществим, тогда вот мы можем ставить вопрос о том, что изжила или не изжила себя президентская форма правления. Ахра Юрьевич, выборы 22 марта. Немножко прогнозов хотелось бы по этому поводу. Я не знаю, это будет зависеть от самой кампании. Мне кажется, она еще более непредсказуемая, чем прошедшая вот буквально 2 месяца или 3 месяца назад. Все-таки мне кажется, что она может быть такая немножко переломная, что ли. Люди так устали, в том числе, кстати, и молодежь тоже, от людей, которые постоянно мелькают в этих властных структурах, сменяют друг друга, дают обещания, которых они, как оказалось, не понимают, в чем это относится и к прошлой, и позапрошлой, и к этой власти, и ко всем. Что, по-моему, у людей назрела реальная потребность в реальных переменах. И я очень надеюсь, что вот это вот, как в песне было «Мы ждем перемен», что это станет главенствующим таким вот настроением, главенствующим мотивом, состоянием нашего общества. И если этот мотив победит, тогда и у нас есть шанс на командные изменения, политические изменения в стране. А если победит, давайте будем голосовать за ту команду, которую там мы раньше поддерживали, и там за наших родственников, или там стенка на стенку, да ничего не изменится. Станет хуже. Кризис нас так вот захлестнет очень быстро. И никаких перспектив ни для Абхазии, ни для индивидуально каждого члена, который будет стоять по разным сторонам баррикад, не будет. Надо отдать себе в этом отчет. Надо аналитически трезво посмотреть на наш прошлый опыт, на наши ошибки и сделать шаг навстречу реальным переменам. А они могут прийти только с новой командой. Спасибо за интервью. Спасибо. Вопрос нарушений правил вылова рыбы у берегов Абхазии по-прежнему остается актуальным. Осенне-зимняя путина 2019-2020 годов, согласно постановлению Кабинета министров, была открыта с 25 декабря, а первый выход в море рыболовецких кораблей состоялся 26 декабря. Несмотря на то, что в 500-метровой зоне от берега рыбу ловить запрещено, многие рыболовецкие суда пренебрегают этим правилом. С целью выявления и пресечения нарушений правил рыболовства в Сухумской бухте состоялся совместный рейд абхазских экологов с российскими пограничниками, сотрудниками СГБ Абхазии и экологической прокуратуры. Обо всем подробно в репортаже Алики Трапш. Миграция хамсы к берегам Абхазии приходится с декабря по март. И каждый год во время путины в абхазской акватории Черного моря стоят иностранные рыболовецкие суда, которые нанимаются местными владельцами рыбоперерабатывающих заводов. В этом году в хамсовой путине участвуют 18 сейнеров. В ходе проведения рейда было осмотрено одно турецкое судно, которое осуществляло улов рыбы в районе Синопа. Досмотровая группа проверила документы у капитановой команды на право рыболовства на судно и на орудие лова, а также посмотрела промысловый журнал, где ведется учет улова рыбы. По результатам осмотра вся документация была в порядке. Однако, по данным российских пограничников, турецкое судно несколько дней назад было замечено в запретных для рыболовства зонах. Но капитан сейнера утверждал, что по их координатам они не нарушили 500-метровую зону. По данному объекту нарушение заключалось в том, что 500-метровая зона якобы была нарушена.
Но по ходу сверки координат получилось так, что корабль находился на расстоянии от берега 700 метров. Мне тоже звонили с берега, говорили, что рыболовецкий сейнер находится на расстоянии 200-300 метров. То есть, стоя с берега, определить расстояние нахождения сейнера практически невозможно. Координаты, которые значатся на дисплее у турецких сейнеров, и координаты, значащиеся у российских пограничников, они немного разнятся. В этом будем разбираться по факту, по выходу на берег. Как правило, в пути не участвуют рыбопромысловые суда в паре с грузоперевозчиком. Сейнеры, осуществляющие рыбную ловлю, должны находиться не ближе 500 метров от берега. Кроме того, запрещено ловить рыбу в устьях рек. Однако некоторые суда пренебрегают этим правилом. В таких случаях российские пограничники составляют протокол о нарушении и передают абхазским экологам, а те, в свою очередь, выносят соответствующее решение о штрафных санкциях. К злостным нарушителям применяют более жесткие меры. Штрафные санкции у нас, к сожалению, максимально это 3000 рублей, материально, если говорить. Но мы имеем еще возможность отстранения от промысла на 3 суток. В прошлом году мы воспользовались трижды от отстранения от промысла. В этом году пока идет... Мы только получили 3 протокола по нарушениям от российских пограничников. По ним мы уже приняли постановление. Идет обработка еще 4 нарушений, но по ним еще протоколы мы не получали. Однозначно там один из этих сейнеров уже числится как злостный нарушитель. По нему, наверное, мы будем принимать отстранение от промысла на какое-то время. Согласно постановлению Кабинета министров, общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов составляет 35 тысяч тонн. На сегодняшний день уже выловили около 27 тысяч тонн. Экологи внимательно наблюдают не только за путиной, но и за методами лова рыбы. Кроме кошелькового невода здесь не должно быть никакое другое орудие. Если есть эти орудия, или изымается, оставляется на берегу, или же пломбируется на борту. При лове кошельковым неводом, это орудие лова при ловле хамсы, попадание других посторонних рыб в больших объемах категорически невозможно. Но прилов при этом допускается. По определению кошельковым неводом нельзя ловить другие рыбы. Просто они, рыбы ведь тоже группируются по вертикали на водной толще. Хамса держится где-то в средних слоях, а те, о которых мы говорим, ценные рыбы, они более глубоководные, и потому они не попадаются в эти сети. Ежегодно в период хамсовой путины общественность обеспокоена тем, что многие суда не только нарушают запретную зону, но и осуществляют незаконный улов другой рыбы, что впоследствии может привести к сокращению водных биологических ресурсов. Однако, как говорят экологи, повода для беспокойств нет. Если в хамсовую путину в акватории Черного моря Турецкая республика вылавливает до 300 тысяч тонн, если Грузинская республика вылавливает от 120 до 150 тысяч тонн, от того, что мы ловим от 30 до 50 тысяч тонн популяции хамсы, с нашим воздействием, я думаю, что никак не уменьшается. Вообще нормализовать этот процесс обязательно нужен, но нужен обязательно с участием всех заинтересованных государств на Черном море. Рейдовые мероприятия в период хамсовой путины у берегов Абхазии будут проводиться с периодичностью 2 раза в неделю до конца марта. Затем будут подведены их итоги. Аля Катраб, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Проблемы рыбной путины обсудили на расширенном заседании парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии 23 января. Во встрече также приняли участие представители ведомств и организаций, контролирующих соблюдение установленных правил в этой сфере. Начальник Государственного управления по экологии и охране природы Савелий Читанава напомнил, что в компетенции управления наказывать злостных нарушителей вплоть до отстранения от промысла. Тем не менее, по его информации, явных нарушений вылова рыбы в этом году не наблюдается. При этом Читанава пояснил ситуацию по хамсовой путине. Определенная угроза для биоресурсов Черного моря существует, но эта угроза исходит не с абхазской стороны. Турецкая республика вылавливает до 300 тысяч тонн, Грузинская республика – до
до 150 тысяч тонн. О том, что Абхазия бережно относится к морским биоресурсам, подтвердил и председатель Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалия. По мнению участников встречи, ситуация в этой сфере улучшится, если принять закон о рыболовстве. Как сообщил Савелий Читанава, разработка данного закона уже поручена Институту экологии Академии наук Абхазии, но ввиду того, что нет финансирования, работа еще не завершена. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.